Привет, друзья! С вами Одинокий Джейсон. Сегодня снова я решил поговорить с вами по душам. Это продолжение первой части, которой мы рассказали вам об истории мужей, который не был. Снова и снова, потому что правда должна всегда звучать, и справедливость должна восторжествовать. Несмотря ни на что, мы, чеченцы ингуши, когда-то были одним войнавским народом. Раньше мы были братскими, потому что мы прожили вместе в одном доме под названием Чечения, Ингушетии. Это произошло в далеком 1934 году. Никто тогда нас не спрашивал, хотим мы жить вместе. Это было сложное, трудное время истории нашей страны, но это было прошлым. История не имеет сослагательного наклонения. Мы не были свидетелем тех событий. Мы не можем утверждать, что было так или по-другому. Меня очень удивляют некоторые высказывания наших соседей, братьев, так называемых, что они жертвы вот этой подлой игры осетин и чеченцев, которые решили их лишить их родины, что мы, чеченцы, почему, понятно, осетины имели какой-то смысл в этом, потому что они тоже выгодополучатели. А какую выгоду мы, чеченцы, получали от этого, мы не знаем. Вот странное рассуждение. И вот, конечно, легко винить жертву. Чеченцы тоже были жертвой. Это несправедливое объединение. Нас тоже никто не спрашивал, хотим мы жить с этими мужчинами, которые как бы числились нашими братьями, как бы числились наши соседи. Но по всей нашей истории они показали, какие они соседи, какие они братья. Всегда вот, ничего хорошего мы не ждали с той стороны. Мы не ждали помощи, мы не надеялись ни на что. Вот знали, что это испорченная ветвь. Вот по-чеченски Галгай это испорченная ветвь. Вот они ушли и с Богом. Мы никаких к ним претензий тоже они не предъявляли. Ты же не можешь предъявить человеку те качества, привыть даже, если уже его нету. Мы тоже были жертвой вот этого несправедливого сталинского объединения. Они все не побежали в Назрань, не побежали в Джейрах. Они все побежали в город Грозный. Там жирные, шикарные места занимать. Эти преподавательские, эти директора они стали. Вот и самое главное, они знали, что их ждут в Грозном эти русские, потому что чеченцев они не приветствовали, а вот ингушей, да, свои же, ближе, свои же. Вот это они показали, эти 200-летние истории, которые вообще не было. Это Российская империя им вот их создала искусственно в этом инкубаторе. И вот что они привили, то они имеют. И претензии к нам предъявлять, что вы, чеченцы, все у нас отняли, мы у вас были в каком-то неположенном месте. Я что-то не видел ингушей, которые проживали в Шатое, в Аргуне, в горных этих поселках. Нигде у вас не было, да, русская, даже в Гудермес для вас бы это, типа для вашего, вот это только в Грозном, только в столице, где находилось 280 всесоюзных предприятий. Это же была шестая экономика, город Грозный была шестая экономика СССР. И вы знали, куда, к денежным местам, хлебным местам, вот туда вы все потекли. Минуя ваш Азран, минуя все ваши вот эти поселки, вот прямо в Грозно. Вот тоже есть биография Бексолта Сейнароева, тоже непонятного ингуша, который
он родился в депортации, там, может, да, по-моему, родился в депортации он. Нет, он родился в Чечено-Ингушской ССР в 1938 году, но вырос в этой депортации, там вся его детство, юность пошла там. Когда многие чеченцы, ингуши возвращались обратно, возвратились в свою республику, вот он решил себе, решил карьеру сделать, это в Павлодаре устроился на этот флагман советский, вот цветной металлургии, вот это Павлодарский алюминиевый завод. Там из простого инженера, да, он почти дошел до директора этого завода. И до 81 года вот, вот прожил вот это в Казахстане. И вот решил возвратиться на свою маленькую родину Ингушетию. Так и написано в биографии. И куда, вы думаете, он возвратился? Ангушт, Назрань, нет. Снова город Грозный. Вот только туда мы и неплохо, и устроился потом. И вот это в нефтяном институте мы тоже продвинулись. Леончика, это вот так. Мало роди у него оказалась Чечня, чеченский город Грозный. Вот эти мало роди вот этого ингуша. Все на фамилии тоже русская какая-то. Все что-то посеет. Ара сеет нора. Вот это сей нарою. Вот это тоже другого, тоже такого героя. Бебалата Богатырев, фамилия Богатырев. Вам, какое она, русская, чеченская, ингушская, вот это интересно тоже. Вот странные фамилии, поэтому и должности получали, и работали в хлебных местах, и тогда никаких претензий. Вот задним претензиям мы имеем чеченцы задним числом. Когда все было хорошо, это неплохо. Жили в Грозном. Вот я не слышал ни одного ингуша, который бы протестовал против этого, что они живут в Грозном, шикуют, наслаждаются жизнью. В самом красивом городе Северного Кавказа находились, в самом зеленом городе Северного Кавказа. Это была культурная столица Северного Кавказа. Там весь город Грозный, это 4 с чем-то тысяч человек, 300 тысяч это русскоязычных, все русские там жили. И, конечно, и учились мы, и поэтому мы очень грамотные, и русский язык у нас подвешен, потому что с русскими учились, поэтому в Грозном это не школа Назрани вы оканчивали. И вот так карьерное продвижение по лестнице, все вас устраивало, все, ничего плохого не предвещало, и вам казалось, что всю свою жизнь вы будете жить в этом Грозном, и ваши дети там, многие родились, и правнуки. Вот ваша родина была город Грозный, не Чечено-Ингушская ССР, где чеченцы и мужчины жили по обе стороны. Нет, город русский, город Грозный, русскоязычный город Грозный, чеченский, русскоязычный чеченский город Грозный. Это, конечно, удобно вот так. Знаете, не надо соблюдать обычаи, традиции. С девчонками попогуляешь, и по набережным там разговоры можно вести, такие культурные, какие мы вот таким приближение к этим мужчинам, которые назрани, приближение этим чеченцам, которые этих сел спускались в Грозный, чтобы учиться там, вот такой, как будто бы это ихний город, и ихний, вот не знаю, вот странно. Я просто застал эти времена, я помню это все, как они в спорах там, у нас, у чеченцев, Тухум у нас нету, у нас степов даже нету, у нас только роды. Вот поэтому роды, примерно семья Оздоевых имеет род Оздоевых.
это род. Не бывает так, что тейпа сдой. У чеченцев по-другому. Почти 300 чем-то тейпов и 400 населенных пунктов Чечни. Каждый тейп имеет свой населенный пункт, свою гору, свою башню, вот так. Вот теп Агишбато, село Агишбато, гора Агишбато, башня Агишбато. Этот теп имеется башня. Вот теп Эрсиной, вот село Эрсиной, это гора Эрсиной, все вот так. Теп Дишни, вот примерно Дишни Мохк, даже имеет Мохк, это родина она имеет. Потом имеет село Дишни Видено. И все, вот гора, башни, вот так это. Даже вот Тейп Шатой, вот вы знаете, что с Тейпом Шатой? Он чеченский Тейп древний. И вот оказалась их гора в Грузии. Представляете, их Тейповая гора оказалась в Грузии. Вот то такое. Обязательно должна быть гора, поселок должен быть. И село Шато имеет. О чем я говорю? Это вы, вот, у нас нету по фамилиям тейпы. Вот у вас, ваши тейпы, это рода, у вас нету тейпов, у вас есть рода. А после 2000 года, когда вы поняли, что вам надо быть великими, и вы, типа, вот, чеченцы, это ваши бедные родственники, вот тогда вы решили, что вы тейпы, это же невозможно одним росчерком пера перейти на тейпы. И вот смешно получается. Тейп Аздой, вот это как? Тейп это такой, это по фамилиям у нас вообще. У нас в одном тейпе сотни фамилий. И разные они все. И очень сложно. Даже тейпы есть по 100 тысяч, по 200 тысяч. Вот это. И вот интересно, вот у вас это так получается. И в течение Ингушетии у вас были очень интересные вот эти загвоздочки. И вот вы сейчас живете отдельно уже 33 года, и вы не знали, что мы вот такие будем успешными, мы такими будем процветать. Вот если вы знали бы, вы, конечно, бы попытались бы немножко свой пыл сбавить. Сейчас вы не можете остановиться, потому что у ваших хозяева оттуда вам пишут, что нужно говорить, что, какие акции нужно принимать. И вы, конечно, у вас хозяева в Москве. Всегда они были, они и там и есть. Между собой не могут и поделить эти три башни. Как вы собираетесь их делить с чеченцами, это тоже непонятно. И еще вы претендуете на земли до Аргуна. Не было бы логично сперва вернуть то, что вам якобы принадлежало, прежде чем претендовать на чужое. Формула жизни ингуша очень проста. Украсть, воровать чужое, прибрать своим нечистым рукам чужой истории, а потом, может, и повезет, как и повезло в прошлом. Вот знаете, очень все просто у вас. Вот я буду сейчас комментировать все это, и вам это не понравится. Кому нравится критика, никому не нравится критика. Но она должна же звучать. Если у вас все было бы идеально, мы этого знали, это ваш призыв. Мы признали бы, что вы какой вы порядочные люди. Но так как это не ваше национальное достояние, это достояние чеченцев. И это у них эти все привито веками в этих сражениях, все гордость, честь, вот это понятие очень, для них это понятные вещи, это с молоком матери их вот так воспитывают. У вас как бы воспитывают миролюбивыми, вот при первой возможности нужно сдаваться, поднимать руки. Я ни при чем, я миролюбивый ингуш. И вот так еще петляйте. И понятно, чтобы выжить, тем более маленький народ, наверное, так и нужно делать, немножко быть сговорчивым. Но меня не то, что возмущает, удивляет одна вещь, вот
вы знаете, что вы ведете неправедный образ жизни, вы не самые святые люди. Ваше очень много вещей, которые не самые лучшие стороны вас показывают. Но это, знаете, это мы это не видели бы. Мы бы на это акцент не делали бы, если бы вы просто заняты по своими делами и свои эти мужчины, наконец-то, и своей истории, своей культуры, и ничего не претендовали бы на чужое. И вот поэтому мы просто, почему это так, и мы смотрим и видим, что у вас, какие у вас вот эти, ну, вот, темные мыслишки, темные дела, и вы сами себя раскрываете, куда-то спешите, понятно, куда спешите все по-быстрому себе присвоить. И когда звучит критика насчет этого, вас это возмущает. Я видел очень много за свою жизнь, вот, много читал, много слышал от переказа других людей. Но вот такой, я бы такой трэш я вижу первый раз в жизни. Это вообще трэш. Вы это понимаете, что вы трэшем занимаетесь? И вот как это? Как вас, вот позорьтесь, сами себе позорьте нас, чеченцы, перед другими народами. И, и вот это тоже непонятно. Потом прибегаете, умники, как вы достались, честно. И вас звать никак, и вы никто, и писать вы не можете. Такие умные. Вот и начинаете меня вот обсуждать, меня вот это, а мне пофиг, знаете, такие как вы, мрази, даже вы напишите что-то, просто даже желания у меня нет этого комментария убрать, потому что вот мелочность, эта жалкость ваша, она вот показывает по этим вашим культурным, еще называется культурным народом, вот где ваша культура? В трех этих башнях, которые от чеченцев вам досталось. Да, нет, вас не было. Вот это странно. Вот я раньше мог утверждать, что вы мужчина, сейчас я сомневаюсь, что вы все эти мужчины, которых мы знали, которые с нами прожили 70 лет. Вы какие-то непонятные люди. Или с каких гор вы спустились, или с Дарьявского ущелья, я не знаю, с каких мест вы спустились. Но вот то, что я вижу, это оптимизма мне они добавляют. И никому, скорее всего, не добавляют. Ваши странности, ваши эти мелкие обиды, это нужно засунуть подальше себя. И вот свои эти комплексы тоже, вы никому не нужны, и вас, знаете, если вы свои, это как щавки, закройте свои эти рты, и вас даже замечать никто не будет, тем более чеченцы. У чеченцев свои заботы, свои проблемы, у них свое. До вас дела никому не будет. Но так как вы боитесь забвения, вот этого, поэтому кричите на этих заборах. Это красавицы, комсомольцы, комсомолки. Вот, привлекайте себе внимание. Вот погромче покричим, и вот нас заметят. Поэтому вот вас иногда мы замечаем, и делаем вам замечания. Как вам сказать, сегодня я не знаю, с чего начать, потому что очень большой массив. Богатырев, я прочел, это я Богатырев, Бембулат, Богатырев, думаю, какой-то вот это Сейнароев, Бексол Сейнароев, это Исаакадзо, понятно, этот житель Ангушта, понятно, великий, вот этот, понятно, великий ингуш. Вот читать эти биографии не впечатляют они. Не впечатляют они
не знаю, не претендует на этих великих людей. Вот хорошо, вот этот Бейбулат Богатырев, вот такой, в 89 году он начал эту карьеру, карьеру вот этого, я не знаю кого. До этого, кем он там был, там вот, ничем себя не показывал, там, да, жил там Грозно, вот это, многие, вот в некоторых блогах про него пишут, я тоже пару вот и прочел, что у него сын умер в Афганистане, что он жил возле окружной, потом переехал вот этот микрорайон, жил на первом этаже. Есть свидетели, люди, которые его знали лично. И его, я просто, у меня, когда слушаешь вот это все вот комментарии, ты думаешь, Грозный, все Грозный, ничего не связывал Ингушетия, вот это. Вдруг по велению, я не знаю, все проснулись это в 89 году и решили сделать Великий Ингушетию. И сам Сейнарой тоже в 81-м. До этого жил в Казахстане, все хорошо, все неплохо. И в 81 году прискакал Грозный тоже. И великий ингуш, который знает даже мой сосед. Представляете, он никого не знает. Хотя он родился на Зране, но такой, казалось бы, и вдруг меня ошарашила фамилия Сейнароев. Думаю, да, если ты знаешь Сейнарова Богатырова, скорее всего, ты знаешь, как это все было. Просто делаешь вид, что не понимаешь, что ты далеко от политики, что тебе неинтересно, тебе мать волнует. Может быть и такое, конечно. До 60-х, представляете, 60 по 89 год, 29 лет он работал в Министерстве сельскохозяйства. Вот агроном, великий агроном, вот этот Бейбулат Богатырев, вот в Министерстве сельского хозяйства. Он даже претендовал на пост министра, там, вот так, это, 60-х годов, вот он, вот этот Министерство сельского хозяйства Бейбулат Богатырев, вот он вот курирует этот Сейнароев нефтяной институт Леончикова. Вот этот Ибрагим Тальхигов в 60-х годах до 1994 года вот захватил вот этот Чеченский госуниверситет и там команду. Вот так очень много вот этих людей, вот так хлебные места, вот это все нормально, у них живут за счет чеченцев в Чеченской республике, в городе Грозном, и свои карьеры строят, все вот это, все ингушское, вот где можно подрисовать, готовить эти книжечки, а потом все прибегут в Ингушетию, массу начнут издавать эти книжечки, эти брошюрки. И вот в какие великие, оказывается, ингуши. Вот в 60-х годов они это все копили, все это, весь это все. Скорее всего, там чеченцы же, про чеченцев не писали, потом про чеченцев убирают, вместо него выписывают ингуши. И вот это великие мужчины. Малая родина, оказывается, вот это Сейнарово, Бексот Сейнароева, это Грозно, оказывается. А я не знал, что так тоже можно. Он отказался от поста директора Павлодарского алюминиевого завода, так как он решил уехать в свою малую родину Ингушетии, Грозно. А это, оказывается, Грозно. Вот тоже я не знал. Вот у них эти две родины, оказывается, три родины. Один этот Назрань, другой Орджоникидзе и третий Грозный. Бедные люди, вот как курды. Народ разделен между этими республиками. Вас только можно пожалеть, конечно. Так любили это Ингушетию, что вот этот, они бегали в Москву, вот пытались создать эти Ингушетии. И вот в 92 году, как создали эти Ингушетии, оба вот этих великих патриотов куда-то растворились, ушли
Этот Сейнаруев сразу же уехал в Тюмень, и все, там нефтяной вот этот завод где-то там работал. Этот в Москву подался сразу, так как это же Бебелат Богатырев хотели назначить на пост временного вот это Ингушетии, и вот Ельцин не захотел. И вот, а потом они пишут свою биографию, что и Хасбулатов был против, председателя Верховного Совета Российской Федерации, он был, Руслан Хасбулатов был против, поэтому нет. Они хотели, им не нужен был ингуш, чтобы бегал на этих площадях, им нужен был свой человек. Вот они Руслана Ашева поставили главой времени администрации Ингушетии. Это от чеченцев, это они зависели, это русские, вот их вот кого они хотят, того и ставили. Но обязательно укор чеченца, поэтому я, когда создавал, если помолился Богу, стал на колени на назло осетинам и чеченцам, чтобы Бог создал эти ингушетии. Да, вот ты помолился, и потом лишился поста, все, ничего, тебя никто не захотел, и вот ты обиделся, уехал, как это, с Рою, goodbye, уехали. Потом, конечно, этот вернулся обратно в Москву, Сейнарой, вот, в арбитражном суде он там, он же классный юрист был, и в Павлодарском, это алюминиевом заводе, флагман титульных металлургии СССР, и там он тоже был юристом, он же по профессии юристом был, хороший юрист. И, конечно, он потом арбитражный суд устроился, арбитражный суд Российской Федерации, там он судьей был, конечно, Москва. Если не Грозный, то Москва, конечно, наш любимый город, наша земля, наша Родина, вот так мы. Почему-то не тяготеем этим он Назрани, и вот Новый город создают магаз, и как это выглядит? Это оскорбление этих назрановцев. Представляете, их город должен быть столицей, а их кто-то лишил, не захотел, все. Не можешь претендовать на столицу. В Америке, конечно, есть такие случаи, когда главный город не является столицей. Вот этот столица Нью-Джерси, город Трентон, и столица штата Нью-Йорка, не Нью-Йорк столица, а Алабама. И вот так у них маленькие города являются столицей, но это исторически. Когда-то вот эти города были очень мощные. Даже город Хадсон, вот помните, я вам видео несколько закидывал, вот город Хадсон, штат Нью-Йорк тоже, это Хадсон имел очень такое значение тогда в Нью-Йорке. Вот сейчас Нью-Йорк, конечно, развился, очень большим городом стал, поэтому вот точно так же у мужчин. Самый главный город Владикавказ и Грозный у них. Бедные люди, они вот не понимают, чего они хотят. Лишились благосклонности этих осетин, а сейчас лишается благосклонности чеченцев. Как они собираются выживать от стесненных обстоятельств, тоже непонятно. Тоже у них вот это, вся их история, ложь сказать, это обидит кого-то, но она выдумана, соткана с белых ниток. И понятно нам есть, вот, знаете, многим кажется, вы завидуете, вы вот это, нет, мы не против ничего, вот я даже рад, что вы вот так хотя бы сориентировались, хотя бы не пали на колени, там, я не знаю, не пропали, что-то у вас есть, но, знаете, должен быть
баланс там, должен быть баланс. Нельзя забраться. Когда вы врете постоянно, вам кажется, это правда, поэтому вы с такими стеклянными глазами приходите и всякие гадости строчите. Это, знаете, это должен быть везде баланс. Я не говорю, что вы не должны что-то там, я не знаю, вы же с нуля все это восстанавливали. Конечно, какие-то перекосы, это естественно, но речь идет не об этом, а о том, что вы целенаправленно все это делаете, зная, какие вы подлости совершаете. Вот вы хотите, просто вот решили осетинов не трогать, они вам еще пригодятся, это святое, вот чеченцев мы будем мочить. Вот это ваше мочило, вот это, вы кто такие, чтобы нас мочить? Вот это Российская империя не смогла, Чингисхан не смог, Монголия не смогли. Кто вы такие, чтобы нас или унизить нас хотите, или нас хотите наши достижения преуменьшить, или просто вот это ваша, вот эта склонность, вот это, как красиво сейчас я хочу сказать, но сейчас нет, лучше воздержусь. Вот ваша эта склонность, вот это многих патологически вы знаете, кто хотите все чеченское себя прибрать. Вот это как? Это так можно? Это ничего, что чеченцы это видят? Это, вы думаете, нас не возмущает? Как вас возмущает, что мы, когда мы говорим, что это Северная Осетия, это не ваше, это осетин. Пригин район чей, он осетинский. Даже вот это по истории, у вас очень тонкая история, и вот вы, когда утверждаете вот это, в 1860 году, 4 года, вот этот участок земли после Кавказской войны, Аргунского вот этого округа, была составлена Мушейта, вот это вас, вот это основание претендовать на этот участок через 150 лет, когда он состоит этих обратно, вот они, когда их обманом вы завлекли вот это, с помощью русских, и когда они поняли ваш обман, они сразу же ушли обратно. До этого они были в составе Аргунского, только 4 года в составе вас они, даже это не Юли, просто вы вот захватили, как вы Сунжский район захватили, точно так же вот вы аннексировали вот эту территорию, русские вам это оставили. Потом сами местные жители ушли от вас, обратно в свой Аргунский округ. Это через 150 лет есть основанием вам утверждать, что это ваше. И вы, это ничего, что 150 лет уже доходит в составе чеченского вот это. Это нет, это ничего. До этого, прежде чем прийти к вам, они находились в составе чечен. Это тоже, это не имеет значения. 150 лет они находились в Чечне, имеет значение, что с вами коснулись, вот ваши грязные лапы туда пошли, вот это есть ваше. Хорошо, вот эти осетины имеют полное право, Назранский ваш район, 13 лет ходил в состав этой Северной Осетии. 13 лет ходил в состав Северной Осетии. Вот чеченские районы все ходили в состав куда? Грозненская область. А ваш Назран, Костах, это Гурский район, они имеют право на это Назран? Имеют. Это ваше, по вашей логике, по вашему мышлению. Это точно так же, вот Жерахский то же самое. И это, они же с 13 лет в составе Осетии находились. А это нет, это они, нас депортировали, а чеченцы тоже депортировали, когда вам вот этот Галанчош, вот этот кусочек, который в 2018 году вас обратно забрали, вот такой чеченцев, астхойцев, самих чеченцев, вот депортировали Османской империи. Эти земли опустошили, и вы туда залезли. Их тоже депортировали. Это, знаете, это для себя все правила, а для соседей
совсем другое. Очень тонкая политика у вас. А это ничего, вот как вы захватывал этот мало Чечню, вот почему вы в 1810 году подписали только, чтобы вот это, вот, спустить с этих гор и захватить это чеченские земли. Осетинские вы потом тоже прибрали к рукам, но и они поняли, кто вы такие, и сразу вас вышвырнули. И правильно сделали. Вот мы, чеченцы, вы наши братья, мы пожалели, пустили наш дом, и вы там нагадили. Вот такие вот. Вот вы получаете даже от Чечено-Ингушской ССР, вы плачете, ни один человек ингуш не снял ролик доброго, как они жили. Ни один, ни одного доброго слова от Чечено-Ингушей у вас не было. Но выгоду получили вы. Вы получили выгоду. Два района себе присвоили. И вот всегда выгода получатели, вас, знаете, даже сегодня даже тоже, здесь я начну это имена говорить, эти адреса, эти даты, смысла никакого нет, какие-то прибегут и начнут свое вот это утверждать. Смысла нет, я даже хотел это целый, там 7-8 серий снять про эту историю вашей Ингушетии, ее нет, я сегодня с самого утра 5 часов встал, и всех да почти 30 материалов посмотрел, что там можно рассказать, что там можно. Вот и то, что мы говорим всегда, это смысла нет. Оказывается, я слышал сей народ. Думаю, какой-то патриот, какой-то приехал в Чечено-Ингушетию всю свою жизнь, вот так. Не, всю свою жизнь прожил в Казахстане, прискакал, чтобы получить какие-то, сказали, что нефтяной институт ему место, прискакал, нефтяной институт там работал, потом сразу же, не отходя от кассы, думал получить пост Республики Ингушетия, когда пост не получил, как это Бейбулат Богатырев, обиделись и оба ушли. Оба ушли ни с чем, их использовали, и они ушли. Этот побежал в Тюмень, нефтяной завод поднимать, а тот в Москву. Вот так у вас ваша история. Пишите, ваша история 33 года. В 1992 году она начала с печальных страниц, но вот не всегда праздники, не всегда хэппи-энды. 24 часа не бывает фестиваль. Бывает и трагический момент, бывает и радостный момент, и печальный. Наша это жизнь, и мы никуда не денемся от этого. Хотелось, хочется, я не знаю, всегда говорю, так как я, скорее всего, это не скромно про себя говорить, я заметил, что много вот всегда говорю, вот мне, порядочному человеку, важно, чтобы, знаете, не нужно переходить эти рамки. Когда нет смысла, вот я заметил, что даже нет смысла некоторым действиям вашим, товарищам Гуши, вы почему-то кричите, вот это, какой смысл вот этой творчески Танзилы Дзауровой, которая в Жирах колхозе родилась, вот, утверждать, что вот этот Ачхабартан это чисто ингушская земля. Вот смысл, какой смысл? Она кто, историк? Она кто, профессор? Никто, просто ткачиха. Сейчас она профессия, овладела профессией ткачиха, вот она самая главная ткачиха Ингушетии. Вот она и истанги чеченские украла с грузинских музеев. Мы, знаете, эти истории очень много чеченцев рассказывают. Иногда ты не веришь, нужно, конечно, прислушиваться к этим историям, потому что там есть разумное зерно. И мне кажется, нужно, конечно, немножко сбавить свой аппетит. Он у вас бесконечный, как обжоры, там накинулись. Первый раз в жизни хлеба, вот точно такие, как бульдоги накинутся на эту Чечню. И
И оставьте их в покое, оставьте их в покое. Обсуждайте своих этих героев, своих вот этих вещей. Почему вам постоянно вы должны, вот не можете без нас, не можете слово сказать без своих соседей, вот так всю жизнь утверждают за счет нас. И сейчас продолжаете это делать, потому что раньше наша чеченская марка, сейчас вы живете отдельно, вот сложно сказать, что мы чеченцы-братья. Некоторые утверждают так, вот когда выгодно, конечно, вы братья наши. Вот выгоду себе ищите везде, везде, даже в таком, можно сказать, благородном деле, вот вы выгодополучатели вы. Поэтому даже этот ролик можно выгоду получать, его получается. Истории мы оставим для историков. Вот я уже почти сотни роликов снял, везде я все это описал, как вы воровали чеченские земли, какие вы устраивали эти провокации, что, какие у вас указания с Москвы вам поступают, и вот как вы скачете, бегаете, радуетесь каждому нашему проколу, каждому нашему несчастью. Вот разве так могут вести себя соседи или братья? Хотя очень сложно сказать сейчас, что вы братья наши. Нас, знаете, у вас достаточно своих братьев, у нас чеченцев 1,5 миллиона. Нам не нужны чужие, если честно. Да, история была, когда-то мы были один народ, но потом мы разделились. И я рад этому, честно рад, что вы. Больше мы с вами не живем. И не хотел, чтобы дальше это было так. Потому что, знаете, вы неблагодарные люди. Сколько мы чечен что-то хорошего вам сделали. Сколько всего. Но ни одного ролика, я честно слово, сотни русских этих ролики сняли про свою Грозный. Вот не видел, чтобы хоть один ингуш вот снял ролик благодарности. Вместо того, чтобы это слово благодарность, все эти грозненские ингуши, все Бейбалаты, Сейнароевы, Богатыревы, Дальхидевы, Бузуртановы, Ялхороевы, Абадиевы, Султики, все грозненская шваль ингушская, вот только вот они. Вместо благодарности сейчас пасутся озрание этой стоили, и вот и утверждается тем, что на нас без конца льют эту грязь. Нам, вы знаете, вы никто, звать вас никак. Нас удивляет ваша наглость, вот это меня удивляет, конечно, вот наглость людей, оказывается, там беспринципность, без, я не знаю, как вот так люди, пустышки, бесцветные, без no-name люди, no-name. Я не говорю о простых ингушах, это кучка, которая бегает у вас, это наркоманы, речь о них, это наркоманы, проститутки, полицейские, неважно, какие они. Мы не будем сейчас разбор полета делать, что и как. И просто констатируем, что есть такие продажные люди у вас. Они продают оптом и розницу. Даже это еще ничего. Кто-то там предложит деньги, скажет, давай, скажи, это с удовольствием. В радость. И это, для них это радость, что могут гадить нам, чеченцам. Но знаете, где вы, где мы. Перед вами город Сан-Франциско. Это кто побывал в Сан-Франциско, я примерно вам скажу, какой это район. Это Калифорния-стрит, сверху вот дома, которые это Калифорния-стрит. А вот это Тейлор-стрит, Тейлор, видите, там Тейлор-стрит видно. И потом Пост-стрит видно. Вот это
авеню, вот как называется, ту сторону, Union Авеню, вот это, Union Сквер, вот Сан-Франциско. Это самый мой любимый город. Он расположен на холмах. Знаете, как красиво. Там, вот, сейчас тоже видно холм, там и трава, и вот это. Мне безумно нравится этот город Сан-Франциско. 4 раза там побыл, скучая по нему. Хочется еще побывать, по этим горам лазить. Там же вокруг вот этот Красный мост, который, как называется, ой, забываю, Голден Бридж. Голден Бридж, вот этот, там горы, там вокруг океан. Очень романтичные места. Вспоминаю свой Сан-Франциско. Короче, не получится сегодня рассказать эту историю. Так думаю, и не стоит, конечно, не стоит. Я же, а не историк, зачем мне это рассказывать, зачем мне это пересказывать. Вот у меня, и вот было про этого Базоркина, я хотел отдельный ролик снять, по этому Бакатира Бимбулат отдельный ролик, по этому Бексолта Сейнару отдельный ролик, Ибрагима Дельхигов отдельный ролик, Иси Кадзо отдельный ролик, Нурди Кадзо тоже отдельный ролик. И можно, конечно, можно было, но там ничего нет. Я на 1000 страниц напечатал, там ничего такого, ничего. Все учителя, все металлурги, все пастухи, все колхозницы. И вот так они жили. И им было неплохо. Вот вдруг, вот когда это создали республику Ингушетии, разились какой-то непонятной болезнью, и вот как сумасшедшие ходят, бегают. Это, как вам сказать, неадекватная реакция. Вот это удивляет. Хорошо, создали вас, от этого вы же не можете сойти с ума. Вот вам создали эту республику, я не знаю, это, как можно вот сойти с ума, вот так, потерять берега, вот это меня удивляет. Вот, вместо того, чтобы, да, это эйфория, она же продолжается же не без конца, это начало эйфории, мы создали, у нас в республике, радость, веселитесь, танцуйте там, я не знаю, что там, песни пойте, а потом же нужно созидать, заниматься трудоустройством, очень работа не початый край, и вот странно у вас, вот политически, вот все вот виртуально, вы эти воздушные замки строите, эти воздушные, ваше величие, вот это, и не знаю, я думал, вы успокоитесь, вы начнете дальше жить. Вот человек падает, ему больно, ему обидно иногда, но он поднимается, это заставляет его двигаться дальше, еще ожесточенно. Вот он начинает вот это, то же самое у меня работа, у меня был шеф, короче, он был из низов, как я, потом вдруг он по лестнице карьеры пошел вверх, и вот он сколько мне гадил, вот назло ему, я вместо меня другой человек был бы, давно бы ушел бы с этой работы, перешел бы на другую, а я назло ему, вот сижу там, его в кабинете, офисе, что он может делать? Он не может ничего сделать. Он никто там тоже, так как я, наемный рабочий. И вот он вот сидел напротив меня стола, что он мог сделать? Ничего не мог сделать. Вот такой, вот жалкие люди, они есть, вот ничего их они учат, вместо того, чтобы, когда он стал шефом, все это, простите, со мной поговорить, и вот это нет, он решил пойти по-другому. Вот решил мне напомнить все свои обиды. Вот как это напоминает вас, товарищи мужчины? Вот как я его вообще за человека не считал, потому что подонок есть подонок. И вот что он мог мне сделать? Ничего не смог. Я пропал, не пропал.
до сих пор на моем должности, а он вынужден, после того, как критика полза, сколько раз его пытаются выгнать, вот от его, сейчас его выгнали, наконец-то мы избавились от него, но он все равно приходит там, потому что вот так это бывает. Я бы хорошо, вот рядом у вас же пример Чечня, как она развивается, как это все, почему вы не можете точно так же сориентироваться? Вот это, вместо того, чтобы бегать на этих площадях, эти траншеи закрывать, я не знаю, это траву вырывать, какой-то созидательный труд, оно облагорожает человека. Это очень лицо человека, скромность тоже лицо. Немножко скромнее быть. Почему у вас должна быть великая история? Почему она должна, вот объясните мне, почему она должна быть именно такой у вас, а не другой? Почему вы должны быть самый-самый? Вот это я не понял. И из-за этого своего эгоизма вот вы вот, чините вот, ничего хорошего для своего народа, не делаете. Вот пакость своему народу. Вместо того, чтобы нам тоже вы пакостите, но народу вы своему, потому что чеченцы отвернутся от вас. Еще остались эти чечеринцы, какая разница. Но это они долго протянутся. Нам они тоже, такие чеченцы нам тоже нужны. Это будет естественный отбор, население будет прибавляться, и вот они так и останутся в этих европейских столицах, этой Европе. Вот, да, будут называть чеченцами, будут по-чеченски говорить, но они останутся. Чечня им не досталась в наследство от дедушки, бабушки. Это земля тех, кто там проживает, кто там трудится. Да, я чеченец, 20-30 лет тому назад я уехал, и она всегда, нет, наследство оно тебе, не досталось. Так что естественный отбор будет, как у вас, естественный отбор ингушей. Вот вы ушли, мы очень рады, мы хлопаем. Мы очень рады, что у вас еще 500-600 этих, их вас еще поднимать. Лучше мы и своих будем поднимать. Поэтому мы процветаем. Как вы ушли, просвет. Даже после 2 чеченских войн, смотрите, как мы процветаем. Это вам, это неправильное русло. Мы пытаемся до вас достучаться, но вы глухи, вам это не интересно, вам интересно, когда вам хлопают в ладоши. Звездились там. Вот в таком городе вы жили бы, Азран был бы вот так. Это Сан-Франциско какой-то участок, это очень красиво. Там очень много financial небоскребы там тоже есть. Но это такая старинная часть Калифорнии авеню, там сверху идет огромная. И вот это часто Тейлор Пост, район Юнионский, кто Сан-Франциско был. Вот здесь вы жили бы в таком городе, я понимаю, ваша гордость, ваша звездность. Вот ваши, вот я что заметил, я очень много прочел биографии вот ваших выдающихся ингушей, и я понял одно, вот они тоже неправильно, вот, назло чеченцам, какие-то чеченские, вместо того, чтобы по-другому могли, да, могли. Мы что, чеченцы, вам запрещали создавать эти республики? Какие претензии вы имели к нам? Вот это как будто бы мы, чеченцы, против того, чтобы вы создали свою республику. Мы не против, это русские были против, это они не хотели, они вот думали. И вот когда понял, они же думали, что чеченцы это просто, когда поняли, что чеченцы серьезно, конкретно хотят уйти от России, вот тогда они вспомнили вас. Они же для этого и вас и создали.
Вот для таких целей, когда им нужно будет, чтобы против чеченцев. Вот, и вот, поэтому я понимаю, вот зарплат даже вы, скорее всего, вот вам обещали вот это все, вот это, даже это Бибулат Богатырев рассказывает, когда он с Ельциным встретился, вот ему пригородный район Владикавказа обещали, и если они будут хорошими мужьями, и на зло чеченцев войдут в состав России. Вот как будто бы наивные люди. А где ваш пригородный район, где ваш Владикавказ, спрашивается. Это вот так у вас все. Я-то думаю, сейчас буду по Бибулату Богатыреву, про это Бексолта Сейнарову, сегодняшний выпуск. Там нечего рассказывать, нечего говорить, нечего там, нет истории, нет вот это. И оказывается, в 92 году они растворились оба. И я просто поэтому как бы мысли вслух, как всегда, нравоучений вам, товарищи ингуши. Нравится это вам, не нравится, терпите, мои красавицы. Какое красивое небо над Сан-Франциско. Вот очень в обед, вот этого во время обеда, вот так чисто небо. Утром туман, весь город туман, самое утро. Вот такие дела. Чайник поставил, я уже устал, час говорю. Вот что-то попить. А тут сложная система, вот она долго, паузы нельзя, отключается, сразу отключается. Почему? Еще долго придется мне учиться вот этому богословству. Вот такие дела. Не знаю, какие могут быть у вас к нам претензии, вот чеченцы эти, как мы к вам относились, по-братски, по-дружески. Сколько мы хорошего вам сделали, в знак благодарности это сперва начихали на эти Чечни, потом и на чеченцев тоже. Вот это интересно. Какие вы неблагодарные люди, какие вы неблагодарный народ. Вот. Слово, вот. Честное слово, ни одного мужика у вас нет. Вот. Я сказал вот этому Магомеду Албогатиеву, хорошо, ты так говоришь, что всегда чеченцы, куш такая, вот если ты что-нибудь про русского бузуртан, вот скажи, посмотри ролики, я говорю ему, ты хоть хорошо, вот ты не хочешь других мужчинами вот это делать. Вот думаешь, что вот они специально так делают, чтобы многие чеченцы, я-то понятно, меня вы не обманете, я ваши ложи вижу сдалека. И вот таких непонятных чеченцев, вот вы вот так обрабатываете, мы в войнах, и мы братья, и вот такие вот у тебя ролики, все про ингушей, не про чечен, хорошо, мы братья, да, вот этот Магомед, писатель, историк, кем он только нет. И вот он говорит, мы братья, мы это в войнах, но по-ингушской версии, понимаешь? Не как должно быть между двумя братьями, все равноправно, все нет. Вот все, что связано с ингушами, это несправедливо, это вот так. И как бы чеченцы приложение к ингушам. Я сказал, если ты, хотя вот это Бусуртану, ты видишь, как он на нас, каждый в своем ролике нападает, 1100 роликов снял. Хоть одно слово ты скажешь, я, честное слово, надену платок и выйду с центральной площади, фото тебе пришлю. Вот он не посмел. Вот так вы. Вот так внутренняя трусость у вас тоже. Это национальное достояние, скорее всего. Мой чай сейчас скипятился. Я сейчас заварочку сделаю. Я не думаю, что я так долго буду тут сидеть, потому что нет смысла ни о чем. Вот сейчас я хотел вам показать бумажки напечатать. Сотни страниц ни о чем. Все это ложь. Потом я, знаете, это сегодня смотрю, потом думаю,
Я что, верю им? Это что, правда? Поэтому я решил сегодня, хотел это, как бывает, от А до Б, это вот всю вашу историю рассказать. А это же все тоже неправда. То, что они в Википедии и других этих сайтах публикуют, это же тоже неправда. Как неправда то, что они говорят нам в лицо, высказывают об этом. Это то же самое лохотрон. То же самое лохотрон. И поэтому по вашим правилам мы действовать не будем. Поэтому я тоже итальянская забастовка. Никаких историй, ничего с вами не связано. У вас нет ничего. Поэтому и рассказывать, получается, нечего. Прибежали оскорблять меня, вот по-всякому старались. Меня, вы знаете, вы не... Я таких людей видел много в своей жизни, поэтому я только брезгливость к вам. Вот вы себя, свою культуру показываете, себя показываете. Потом еще удивляете, почему я вот так про вас говорю. Не про всех ингушей. Есть попорядочные люди, как в любом народе, в любом нации. И просто если просто элита это тоже часть этого народа, поэтому мы не можем разделять эти хорошие ингуши, те плохие. Поэтому говорим ингуш. Это не значит, это как я, если это были бы итальянцы, я говорил бы, это итальянские, какие они нехорошие, про нас вот такое говорят, вот нас оскорбляют и хотят нас вывести из себя, хотят, чтобы делают провокации, чтобы нас, потом мы что-то скажем, сразу это, вот это мне нравится, их тикток везде закидывает, и вот смотрите, чеченцы, как про нас ингушей говорят, а вы закидываете то, что вы говорите про этих чеченцев, вот это мы не закидываем. И вот какая-то очень сложная комбинация, они думают, что это сложное, но мы же это видим. Я, знаете, наверное, есть такие простушки, простофили, которых можно обмануть таким способом. Наверное, немало сейчас тупых людей, эти социальные сети все отупило. И вам, знаете, хорошо, что у вас нет этих, вот, да, может, какие-то победы в вашем этом ТикТоке, интернете есть у вас, но в своем жизни, вот, реальные дела, если бы там у вас был бы, я бы вас, честно, вот за вас радовался бы, если у вас был бы, это нам будет приятно, если муж будет уважаемыми, такие престижные людьми. Это, знаете, чеченцы приятно, потому что ассоциация с вами как братья. Это никуда не идет, хотим это, не хотим. Другие народы нас ассоциируют как братья. И вот тем более вместе жили в одной республике. И как это? Вы-то стесняетесь, а мы должны стесняться вас, крахобуров, конечно. И тех, которые бегают на этих площадях. Вот у нас в Чечне вы были крахоборами, падкой на добычу. Вот все вот, когда и смеялись фальшиво, нам лица чеченцам. И дружили, наверное, с многими фальшиво. Вот сейчас вы раскрыли себя, истинно с ваши лица. Вот. Не нужно мне, не нужно. Не нужно мне это братство, понебратство. Обойдусь я. Лучше я один буду жить. Лучше одному прожить. Не потеряюсь, не пропаду. И на вас никакой надежды, на этих чеченцев то же самое. У меня, честно, нет никакой надежды. Потому что вот так опростоволоситься. Понятно, ваши отцы, деды опростоволосились, это священники, их всех пригрели, все эти места им отдали. Может, терпение должно было быть, конца вот выйти на эту улицу, как они в 73-м году, они вышли, эти ингуши. Вышли на улицу. Почему чеченцы не вышли и сказали, знаете, это наша республика, это наш город Грозный, этих ингушей отправьте обратно, это Осетию, в Кабарду, я не знаю, это Грузию, нам пофиг, верните нам наши
Чеченская республика. Вот этого не было у чеченцев. Они мирные, добропорядочные люди. И ингуши могут не так понять нас. Хорошо, не понимаю. Часто вы видите, вы это подростки, это молодежь, вы же сидите в этих социальных сетях, видите, как на нашей части. Нет, это на Кадиров. Это Кадиров кто? Чеченец. Вот они, вы смотрите, они на нас мужчин нападают? Нет, не нападают, только на чеченцев. И они нас разделяют еще, чеченцев, кадыровцев, дудайцев, ичкеринцев, чеченоговорящих. Это все у них разделяем, мы чеченцев. И вот это нас устраивает, и мы их сидим и слушаем, какие они хорошие, какие они, как сказать, свободолюбивые. Это мы, чеченцы, они всю свою жизнь зависели от этой России, и на коленях этой России сидели. У них нет ни героического прошлого, и ни героического будущего. Вот у них нет, это не заложено их гена. И вот это свою чеченскую гордость, чеченское мужество вы готовы отдать этим никчемам, и вот это ради этой мнимой дружбы. Я понимаю, почему два брата ссорятся, и никогда потом в своей жизни отца брат точно такой был, какой-то непонятный чел, вот этот пошлый такой, непонятный был он, и в этот бескомерный какой-то. Да, он был красавцем, выше моего отца, худой, стройный, и это не значит, что мой отец, скажем, землю ему купил, всю свою жизнь отдал вот это ему, чтобы вот у них отец в годы Великой Отечественной войны пропал без вести. И вот он его, и мать была наша бабушка, вот он потратил, бегал, и свою семью кормил, и вот старался, вот это, и вот это, высокомерно этот наш дядя, вот был такой, и вам, вот их не весело, точно так же ингуши, даже в семье два братья не ладили. Просто мой отец сказал, не пей. Он очень напивался там, приставал этим нашим соседям. Вот это, нехорошие поступки он делал. И вот единственный один раз, я ребенком, это не помню, моя мать говорила, что он один раз поругал своего младшего брата. Это было основание на всю оставшуюся жизнь с ним не говорить. Представляете? Я рос рядом, напротив нашего двора он жил, я рос без дяди. У моего отца только один дядя был, тетушки у нас не было. Вот только один дядя, он никогда не подошел мне, маленький, я возле него иногда проходил мимо, может специально, чтобы мне погладил вот это по голове. Вот не было вот этого, потому что человек был очень злой, плохой, ну как вам сказать, и эгоистичный. Всем ПТО он, оказывается, в Советском Союзе. Везде он, Таллине, Омске, где он только там не учился. И наша бабушка, депутат Верховного Совета Чечении, все младшему сыну, все младший сын. Вот на первом месте младший сын. То, что старший сын, и о ней заботится, и о доме. Вот это не было. И вот это. И свысока на моего отца смотрел. Типа, да. И вот такие люди. Вот даже если два брата не могут поладить, как вы хотите ладить этими непонятными нашими соседями? Они кто вам? Они вам никто. Ваш при первой же встрече пошлют на 3 буквы. И вот этих чеченцев я не понимаю, которые даже в своих семьях, много тут историй, в своих семьях не могут ладить своими родными братьями. Они собрались чужим братьям. Хотят сводных братьев сделать из них. Вот это непонятно. Забудьте эти братства, понебратство, все нет. Чеченцы есть чеченцы, ингуши есть ингуши, кабардинцы есть кабардинцы, осетины есть осетины. Намного хорошего от других народов, чем вот этих братьев. Потом один чеченец пришел, комментарий, на чеченском языке пишет, и это наши братья, ты понятно никто, ты сумасброд, ехила галгати. Какой ты на букву Г?
Ганд. Вот это и есть, знаете. Я, ни один ингуш никогда они напишут Яхила Нохтичу. Они ждут, не дождутся, чтобы Третья Чеченская война была, чтобы мы, нас стерли с лица земли. Вот они побегут захватывать все остальное наше чеченское. Как они захватили все, что могли захватить до этого. И вот это чеченцы приходит мне, чеченцы. Я, может, на чеченском языке не мастагиот, борщиот умею. Вот такие люди, вот они, да, под их влиянием, они ищут идеальных братьев. Вот вам идеальные ваши братья. Таких позорных я никогда в жизни. Я лучше брата буду русским, украинцем, чем вот вам, ингуши. Вот вы, да, они намного искренне, чем вы. Вот ваши отцы это показали, живя в Чеченской Оси. Вот вы сейчас живете свободно от Республики Ингушетии, и не состоялся как народ, вот утверждается за счет чеченцев. Вот как всегда, как всегда. Классика жанра. Как всегда, классика жанра. И вот такие, и эти, потом, понятно, видят, такой комментарий, и вот они осмелевают и пишут мне еще там дальше. Какая-то мадам прискакала и меня оскорбляет. И потом что-то скажет, это мадам. И потом приходят другие, ой, как ты можешь так говорить? А как она может вот так, кто бы я ни был, я, понимаете, пришла, скорее всего, может быть, даже чеченка, не только ингушская, она может быть даже чеченка, которая живет за границей, вот тут в Европе. Берегов нет, никто не контролирует, и вот в своей светской жизни в салонах на чужих мужиков зарится, и вот когда ей вот это указали, что очень трудно вам жить, кто-то указал там, трудно жить вам за границей, ходить по этим салонам и смотреть на этих чужих мужиков, вот прискакали сразу заступаться. Это так, это я всегда говорю, футбол это два ворот. Меня вы этим не оскорбляете, это вы сами униженные люди. Вот если вы сидели бы в тюрьме, у вас место было бы возле этой параши, вот вас туда бы поместили бы. Вот таких людей помещают туда. И вот вы не обижаетесь. Я знаю, это некрасиво, это немножко эмоционально, но вот как вот это я уже 1,5 года все это слышу, все это, вот это. И даже эта девушка, может, не согласна со мной. Вот. Да, я тоже. Вот, иногда бываю резко. Я не говорю, что я идеальный человек. Но можно же по-другому. Можно же по-другому сказать. Скажи, если ты чеченка, вот скажи, что вот я так считаю, что ингуши наши братья. Конечно, ты вот это что-то хочешь объяснить. Ну, так не надо, вот так, знаешь, издевательским тоном. Вот знаете, если я же знаю вашу жизнь в Европе, поэтому вам это не нравится, и я боюсь, что я начну сейчас рассказывать, чем вы тут заняты в Европе. Благо я парень, я могу знать все. Мне все рассказывать еще. Вот именно порядочная девушка, порядочная женщина никогда другому незнакомому мужчину такое не напишет. И она даже сделает замечание, сделает корректно. Вот проститутки, которые бегают везде, вот они, да, на наркоманки, по рукам, которые ходят, вот они, да, у них нет нравственных ориентиров, они заходят и пишут всякие гадости, мерзости. И какой я что их должен уважать. Мато Хари я уважаю, потому что она была проституткой официально в городе Амстердам, не отказывала ни одному мужику. И вы мне без разницы, кто вы такие. Ваша вот это, вот меня удивляет, вот эта инфантильность этих людей. И вот это, и защищая ингушей, чеченцы хотят, я не знаю, что. А вы сперва защитите свой народ, который они нападают.
они нас оскорбляют. Об этом, вот это, я не знаю, вот это, интересно это люди. Интересно. Поэтому они захватили Сунжинский Малгобекский район. Там жили много чеченцев, но они были вот такие. Нам в России ингуши на голову. Вам будет сперва с русскими поговорили с всеми казахских станицах, что вот чеченцы хотят уйти с России, и вас тоже хотят забрать с собой. А потом с чеченцами поговорили. Знаете, Россия вам будет пенсии выдавать, вам будет выгодно. Когда будет война в Ингушетии, вы можете поехать в Чечню. Когда будет война в Чечне, чеченцы могут поехать к вам. Вот так обманывая, вот это, вот какая разница. Вот этих людей я не понимаю. Эти социальные сети вообще. Вот поэтому я так думаю, если их не было бы, люди вот так тупыми не были. И вот это, и главное, блогеры, это знаете, я просто это, они делают, я знаю, да, всех этих пропагандон я на место поставил бы, потому что я знаю, это как делать, я вам показал бы ваше лицо, каждому ответил бы, но я же не опускаюсь до вашего этого уровня, и мне пофиг, что вы пишете. Там самое грязное, я стараюсь удалять, а все остальное, это, знаете, вы свою культуру показываете. Я сразу представил, эту девушка, она женщина, я не знаю, кто она. Даже, может быть, парень транссексуал, непонятно. Кто, но женский ник у него. И вот я представил эту женщину, какая она нравственная. Нравственная, это красиво сказать, я так говорю, безнравственная. Вот я могу представить, чем она занята тут в Европе. Короче, дела у нас очень плохие, очень плачевные. Мы отделяем друг от друга семимильными шагами, огромная пропасть между нами. И это заметно, просто посмотреть, это заметно очень сильно. Никто не хочет нас не надо, чеченцам, мы и так столько заняты своим делом, никто не хочет вас привести в чувство. Это, скорее всего, ваш диагноз, вырок вам. Ничем хорошим это не кончится. Честное слово, не кончится. Это ваши нападки, это ваши лжеутверждения. Это, не знаю я. Да, у меня такой, могу, знаете, и говорить медленно, если нужно, и могу и какие-то подробности, и могу прочитывать вот эти сказочки про этих Википедии, про этих ингушей великих. И это же, они правда, и поэтому у нас нет смысла. Я сегодня запланировал вторую часть вашей истории, но она нет. Она написана Ермоловым. Она написана Ермоловым, ваша история. И мы понимаем, что за история это. Наверное, какое-то испытание данное чеченцам Богу. Сколько испытаний вот такое испытание, даже вот изощряется, как шайтан, изощряется и главное, какая-то никчем, какие-то непонятные личности приходят, утверждается за счет чечен. Вот это непонятно. Это непонятно. Да, Сан-Франциско. К сожалению, в этом году я не смогу к тебе в гости приехать. 5-й раз поеду, скорее всего. Но в следующем году можно, конечно, запланировать поездку. Там очень тепло, солнечно, красивое место. Там есть такие места, где можно, как сказать,
где можно весь Сан-Франциско смотреть. Они вышки, вот как это, смотровые площадки, да, есть. Это возле гостиниц в некоторых местах есть. И вот весь Сан-Франциско виден там, вот этих площадок. Очень красивый город. Я советую. Там тоже немало неадекватных людей. Возле моей гостиницы я заприметил одного американца, который, скорее всего, наркоман. И, конечно, жалко людей. Я обычно даю деньги, которых хотя бы кофе попить, хотя бы гамбургер, чтобы они купили. И какой-то турецкий, я не знаю, какой-то не турецкий, что-то мусульманский лавка там рядом. Я захожу, прежде чем зайти, я даю деньги вот этому, который возле двери стоит. Эти так внимательно смотрят, вот это. И вот странно, конечно, люди. Если наркоман, он этот человек пропавший, как бы сказать, но все равно он же плохого никому не делает. Вот эти святые, эти мужчины, которые как бы святые все, а вот хуже, дела хуже, чем у этих пропавших людей. Я в своей жизни очень много видел, но вот столкнулся вот с этой проблемой, неадекватными людьми. Очень сложно, конечно, с ними парировать. Я бы и вот, не знаю, и что у них задевает мое вот это, тоже непонятно. Я же, они знаменитый блогер, меня же можно даже проигнорировать. Нет, нет, обязательно они должны прийти, потому что же это их не смысл жизни оскорблять других людей. Они без этого не могут. Обязательно приходит вот это. Я понимаю, Артем Плато, я же не Артем Плато, который имеет 300 тысяч подписчиков. У меня же их нет, даже 700 нет. Я вещаю, вот, стараюсь какие-то темы задеть, какие-то вот это. Мне нравится, когда человек сам что-то говорит, и я комментирую. Но тоже я это тоже прекратил. Раньше реагировал на всех этих непонятных личностей, а сейчас перестал. Они не стоят моего капли внимания. А сейчас вот проходят вот эти, чтобы тебе ой, это, такие голоса, ой, у тебя такой голос, этот, какое вам это дело? Вам это касается? За своим голосом посмотрите, за задницей присматриваться. А зачем ко мне вы лезете? Вот тоже непонятно. Я по-ингушски не говорю, по-чеченски тоже не говорю. Какое вам вот это дело? Вот я на русском языке выведу этот блог, и к вам, да, говорю вот немножко критично. А как без критики? Без нее совсем у вас голова съедет с плеч. Мой французский вам не нравится, все вам не нравится. Вам. Ищите идеальный, вот Артем Плато есть, вот ваш любимчик. Вот не мы, похлебный. Парни пишут, признаются в любви. Вот это вы где-нибудь слышали, чтобы ингушские парни, русском парне признаваться в любви. Как это называется? Вам подсказать 3 слова? Вот, признается в любви. Я говорю, ты что, признаешься в любви, парень? Ой, это Артем, это наш любимчик. Вот, пишите им комментарий. А зачем вы ко мне приходите? Такие дела. Вот очень сложно даже вот эта атмосфера Сан-Франциско. Я если поставил бы Нью-Йорк, у меня речь по-другому пошла. Или Бангкок. А вот Сан-Франциско, она сама солнечный город. Вот видя этот город, вот
не хочется о плохом говорить. Сама атмосфера так располагает приятным. Вы в одном моем ролике не поймете, вот это нужно смотреть каждый ролик, и поэтому вы можете понять, о чем я. Я же не могу в одном ролике поместить все вот эти темы, все свои рассказы. Поэтому этот ролик вы не понимаете, посмотрите до этого. И вы поймете какой-то цепь событий, какие-то рассказы, и вам это, я сейчас не буду про свою личную жизнь говорить, рассказать, тем более вот потом прискачут, чтобы указать мне свой вот это. Вот такие дела у нас сегодня. Тоже на улице очень тепло. Может, не знаю, зря я не пробежку не стал бегать сегодня. Тоже выходной. Иногда выходные больше бывает нечего делать. Может, писательством заняться, я не знаю. Или я не обещаю, вот я ичкеринские стихи свои тоже очень, я их напечатаю, потом жалобы на меня посыпятся. Я не знаю, как мне быть. Свое произведение хотел вам прочесть. Это, ну, сложно, конечно. У меня нет камеры приличной, чтобы там нужно читать профессионально. Что-то такое вам рассказать. Я уже выдохся, извините меня, пожалуйста, этот, как бы сказать, вот сейчас не зацепляет меня эти политики, эти истории. Я даже нет смысла об этом говорить. Товарищи ингуши, вам это не поможет, скорее всего. Вы не хотите, чтобы вам помогли. Но не думайте, что все это безнаказанно вот так уйдет. И презрение подлецам, презрение никчемам. И надеюсь, все будет у хороших людей, все хорошо. Нужно надеяться, потому что на хорошее наше время это так все запутано, все это расплывчато, и очень сложно людям достучаться до правды, заявить об этом. Потом очень многие вещи, которые, казалось бы, раньше очень простые, черное это черное, белое это белое, сейчас все перемешку. А я сейчас сижу, смотрю на эту фотографию Богатырева, Бембулат. Какой ты? Вот плохие люди, вы знаете, есть плохие люди. Что ты хотел? Что ты? Он же выступал в центральном на этот российском парламенте, сети, не знаю, где он там выступал. Наши чеченцы хотят захватить. Орал он там, истерил, как баба. Вот это все ваши политики, вот вся ваша нравственность, вот все ваши сделал, это помойная книжка выкинуть надо на помойку. Ничего у вас нет, вот это, ничего у вас не осталось. И мне очень жалко, что это так получается, честно. Очень жаль. Радости у меня никакого, видите, я уже выдохся от этих нервных высказываний. Вот так они нас попытаются, вот, знаете, эмоционально задушить нас, пытаются вот это вот
много вот этого делает шума специально, чтобы мы выдохлись, чтобы у нас чтобы не было сил дальше с ними бороться. Поэтому они вот так бегают со всех этих сторон. Но, надеюсь, все будет хорошо. Пока-пока. С вами был одинокий Джейсон. Я, конечно, пытался сегодня о чем-то поговорить, но очень сложно, конечно, что-то конкретно высказать. Оно уже до меня высказано. Я в своих роликах постоянно об этом говорю. Нет смысла повторяться. Конечно, есть и новые люди, которые не понимают, может, это вот такие странные у них бывают комментарии. Интернет, YouTube, что хороший YouTube, все в памяти. Вот не понимаешь, листай. Если не интересно, просто есть другие блогеры, иди дальше. Тебя никто не заставляет сидеть тут и вот оскорбляться. Пока-пока. С вами был одинокий Джейсон. Мира и добра всем хорошим людям.